40 погибших во время похорон Касема Сулеймани в иранском городе Керман. Официальный Тегеран придумал минимум 13 способов, как аятоллы намерен отомстить США. Тем временем Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток стратегические бомбардировщики Б-52. Мы говорим нашему врагу, мы отомстим. Мы сожжем места, которые они любят, если они сделают еще один шаг. Более сотни фур стоят в очереди на кыргызско-казахской границе. Въехать в Казахстан они не могут. Нет электронных пломб нового образца. Водители, которые сейчас находятся в своих кабинках, некоторые из них даже встречали Новый год прямо там в машинах. Известный таджикистанский священнослужитель и правозащитник Хайреддин Достаков уже 10 дней находится под арестом в Душанбе. Задержали его сразу по прилете из Москвы. Общество политических мигрантов в Центральной Азии планирует акции протеста. Он прилетел со своим паспортом таджикистанским, со своим российским, ехал к своим собственным детям. Отдайте повестку человеку. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Сегодня в городе Керман на юго-востоке Ирана прощались с Касемом Сулеймани. В траурной церемонии приняли участие сотни тысяч человек. Местное телевидение сообщает, что в давке погибли 40 человек, еще более 200 пострадали. Похороны Сулеймани пришлось отложить. Другие подробности у Александра Касаткина. Давка, новые жертвы и десятки раненых. В Иране хоронят генерала корпуса стражи исламской революции и командующего подразделения Аль-Кудс Касема Сулеймани. Вчерашнее траурное шествие в столице Ирана собрало более 1 миллиона человек, сообщают иранские власти. Процессию в Тегеране возглавлял верховный лидер страны аятолла Хаменеи. Сегодня в родном городе убитого генерала объявлен выходной день. Тысячи людей приехали в Керман, чтобы проститься с Сулеймани. Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи сообщил, что из-за огромного наплыва людей провести похороны сегодня невозможно. Когда Сулеймани похоронят, пока неизвестно. Иранский парламент сегодня единогласно принял законопроект, который признает американскую армию и Пентагон террористическими организациями. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани сообщил, что подготовлено 13 возможных вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани. Даже самый слабый из них станет для американцев кошмаром, цитирует Шахмани агентство «Фарс». Он также сообщил, что вокруг Ирана находится 19 американских военных баз, за которыми Иран ведет пристальное наблюдение. Мы говорим нашему врагу, мы отомстим. Мы сожжем места, которые они любят, если они сделают еще один шаг. Сегодня стало известно, что власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН. По словам самого Зарифа, госсекретарь США Майк Помпео объяснил отказ в визе тем, что власти якобы не успели рассмотреть запрос, который был подан еще в декабре. Соединенные Штаты обязаны получить окончательный и определенный ответ на свой возмутительный поступок в то время и в том месте, где они испытают величайшую боль. Касем Сулеймани, которого называли вторым по значимости человеком в Иране, отвечал за все действия корпуса стражи исламской революции за рубежом, от секретных военных операций до распространения шиитской идеологии и пропаганды. Иранский парламент сегодня также решил выделить 200 миллионов евро подразделению Аль-Кудс, которым командовал убитый генерал, на проведение операций, призванных отомстить за его гибель. Александр Касаткин. Настоящее время. Итак, парламент Ирана сегодня принял законопроект, который определяет как террористов американскую армию и всех ее военных, а также военное ведомство США «Пентагон». Согласно тексту закона, в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Касема Сулеймани. Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого террористической организацией было признано Центральное командование военных сил США. Согласно его тексту, все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США – спонсором терроризма. Согласно принятому законопроекту, власти Ирана должны направить силам Аль-Кудс, которыми командовал Сулеймани, 200 миллионов евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности. Аль-Кудс – элитное подразделение корпуса стражи исламской революции. Эти силы США с апреля 2019 года считают террористической организацией.
Я не припомню, чтобы у нас были какие-то другие законопроекты такой важности и срочности до этого. Наконец, парламент определил Пентагон как террористическую организацию. Депутаты фактически назвали командиров, исполнителей и других лиц и их товарищей, причастных к убийству мученика Сулеймани, террористами. А все организации и компании, связанные с Пентагоном, названы террористическими объединениями. Администрация США настаивает, что Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военных Ирака по всему региону, а его подразделение «Кудс» несет ответственность за гибель сотен и ранение тысяч военных США и коалиционных сил. С нами на связи по скайпу иронист, главный редактор сайта Oriental Express Info Михаил Бородкин. Михаил, добрый день. Традиционный вопрос для последних дней. Как вы полагаете, будет ли открытое военное противостояние между Ираном и США? И аргументируйте свое мнение, пожалуйста. Я полагаю, что открытое противостояние вряд ли состоится, в том числе и потому, что иранское руководство прекрасно понимает, что в таком открытом противостоянии им не победить. Все-таки военная мощь Соединенных Штатов несопоставима с возможностями Ирана в этом отношении. Сегодняшняя новость. Иран разработал целых 13 сценариев мести за убийство Сулеймани. На эти цели элитный корпус стражей исламской революции получит 200 миллионов евро. Что это за сценарий, понятное дело, не сообщается. По-вашему, о чем может вообще идти речь? Вариантов может быть несколько, начиная от каких-то подрывных действий против американских военных, в первую очередь в Ираке. Скорее всего, это будет иметь и символическое значение, потому что Сулеймани был уничтожен в Ираке. Вот. Но может быть и в любом другом месте Ближнего Востока, где находятся американские военные базы. Кроме этого, могут быть предприняты попытки атаковать американские интересы, например, нефтяных компаний, объекты нефтяных компаний или там, нефтяные танкеры, если угодно. Вот. Это один из вариантов. И, может быть, на самом деле, они примут более стратегическую программу, которая будет построена не на каких-то тактических ударах, а на попытке выдавить Соединенные Штаты из Ирака, то есть выдавить американское влияние из Ирака. За счет чего? За счет приведения в Ираке к власти абсолютно лояльных Ирану политиков. Михаил, ну вот давайте все-таки представим, что война случилась. Вот в потенциальный военный конфликт между США и Ираном неизбежно будут втянуты союзники Вашингтона на Ближнем Востоке, это прежде всего Израиль и Саудовская Аравия. Ни из Иерусалима, ни из Эр-Рияда никаких комментариев на этот счет пока не слышно. С другой стороны, на стороне Ирана выступает ливанская Хизбалла и Сирия. Может ли этот конфликт перерасти в большую региональную войну? Потенциал перероста в большую региональную войну, он, безусловно, есть. Но насколько Иран планирует развязать такой масштабный конфликт в регионе, на данный момент, я думаю, что нет. Почему? Потому что иранские силы на данный момент распылены между несколькими направлениями. Это и Сирия с Ливаном, это и Ирак, это и Йемен. Для того, чтобы учинить такую серьезную войну, нужно все это будет собрать в одном месте, то есть свернуть операции в других районах. А если их свернуть, это означает, что фактически Иран потерпит поражение там. Вот. Поэтому насколько Хизбалла готова, опять же, ради Ирана развязать сейчас серьезный конфликт с Израилем, тоже вопрос очень спорный, и ответить на него однозначно нелегко, потому что в самом Ливане сейчас творится очень серьезный внутренний политический кризис, и для Хизбаллы устроить войну с Израилем сейчас тоже будет очень рискованно. И я думаю, что иранцы, кстати, прекрасно это понимают. То есть сейчас для них вот такой сложный очень момент во всем ближневосточном регионе, имеется в виду для иранских интересов, что рискнуть и поставить все на карту ради мести, просто ради мести за человека, какой бы серьезной фигурой он ни был, я думаю, что иранцы все-таки не рискнут пойти на такой шаг. А вот совсем недавно Аятолла Хаминеи заявил, что ущерб от американских санкций составил 4 бюджета Ирана. А Тегеран вообще способен потянуть вот такую большую и, по всей видимости, дорогостоящую войну, если она произойдет? Я думаю, что не способен. Пока американские санкции действуют, и пока они становятся только жестче с каждым разом, я не думаю, что у них будет достаточно средств на то, чтобы устроить вот такое вот полномасштабное военное противостояние в регионе, особенно когда у них противником окажутся Соединенные Штаты с, можно сказать, неограниченными военными ресурсами. Перед самым Новым годом по Ирану прокатились массовые антиправительственные протесты. Вообще, какие настроения в обществе сейчас в Иране происходят? Насколько можно судить со стороны, ситуация очень сложная, потому что все больше недовольство растет, все больше и больше
иранцев категорически недовольны социально-экономической ситуацией в государстве. Цены на все растут, инфляция чудовищная. Вот. С другой стороны, режим по-прежнему силен, потому что эти протесты были подавлены. И кроме того, просто режим он построен очень, скажем так, умно. То есть там очень серьезные силы безопасности, они очень разветвленные. И на данный момент они контролируют страну, им удается справляться с этими протестами. Но при этом все-таки по мере роста недовольства, по мере роста жертв вот этих вот беспорядков, контролировать ситуацию, естественно, станет все сложнее. Поэтому я думаю, что первое, что попытается сделать иранский режим после гибели Сулеймани, которого вот они сегодня похоронят, они попытаются консолидировать режим внутри. Есть еще такой любопытный момент. Социальные сети полны сообщений о готовящейся массовой кибератаке Ирана на США и сателлитов. О чем идет речь? Известно что-то более конкретное в этом плане? В этом нет ничего удивительного, потому что кибероружие в последние годы не только у Ирана, но и у многих других стран становится одним из главных средств проведения внешней политики и преследования своих интересов. Поэтому вот эти вот вещи, кибератаки, действительно, это будет, наверное, очень много. Мы будем очень много видеть это в ближайшее время. И еще один вам вопрос задам про выход из ядерной сделки. Насколько реально, что Совбез ООН введет отмененные ранее санкции? Ну, с учетом того, что в Совбезе ООН находится Россия, союзник Ирана, я думаю, что это маловероятное развитие событий. Опять же, Китай всегда, так сказать, без особого энтузиазма относится к введению санкций против кого бы то ни было. Поэтому на данный момент это кажется маловероятным, особенно если учесть, что и Россия, и Китай, и даже европейские страны, то есть Франция и Великобритания в Совете Безопасности ООН, они сейчас будут возлагать ответственность за срыв сделки в первую очередь на США. Поэтому американской дипломатии придется серьезно потрудиться, если они хотят вернуть именно вот международные санкции против иранского режима. Но с другой стороны, еще раз повторю, что пока американские санкции, чисто американские санкции оказались настолько сильны, что иранский режим затрещал. Благодарю. С нами на связи по скайпу был иронист, главный редактор сайта Oriental Express Info Михаил Бородкин. Спасибо вам еще раз, Михаил. Всего доброго. До свидания. Что за вооружение сейчас находится в руках Тегерана? Какой военной силой обладают США на Ближнем Востоке? Соотношение сил исследовал Александр Касаткин. Вооруженные силы Ирана состоят из корпуса стражи исламской революции и непосредственно армии Ирана. Всего в вооруженных силах служат более полумиллиона человек. Однако у Ирана есть большое влияние на другие вооруженные группировки в регионе, в частности в Ираке, Ливане, Сирии, Афганистане и Йемене. Их численность оценить сложно. При этом у иранских прокси-формирований есть возможность наносить удары по американским объектам, ответственность за которые невозможно прямо возложить на власти Исламской Республики. Я верю, что между США и Ираном что-то произойдет, и Иран предпримет физические действия против США. Я не знаю, как и где. Очевидно, что Иран не хочет открытой войны. Иран десятки лет был лишен возможности покупать западные военные технологии из-за американских санкций. На вооружении у иранской армии остается советская техника и разработки иранского военно-промышленного комплекса. Кроме того, по неподтвержденным данным, Исламская Республика в последнее время тратила около $1 миллиарда в год на закупку вооружения у Северной Кореи. При помощи России и КНДР Иран разработал широкий спектр ракетного оружия. На вооружении Исламской Республики есть комплексы малой и средней дальности, баллистические и крылатые ракеты. Американский журнал Military Watch пишет, что сейчас иранские ракетные войска находятся в состоянии повышенной готовности. Кроме того, на вооружении Ирана находится 17 типов дронов, в том числе невидимки и беспилотники «Камикадзе» с взрывчаткой на борту. Иран оставляет за собой право отвечать в любое время и любым способом, и ответит. Основной ударной силой США в регионе считается 5-й флот, которым командует вице-адмирал Джеймс Маллой. В зону ответственности флота входят Персидский залив, Красное и Аравийские моря и часть Индийского океана. Флот базируется в Бахрейне, не имеет постоянного состава кораблей и формируется по мере необходимости. Постоянным центром флота является ударная авианосная группа из авианосца, эскадры эсминцев и крейсера и амфибийная группа из вертолетоносца и эскадры транспорт-доков, кораблей, доставляющих десантные группы.
В Персидском заливе находятся все базы военно-морского флота Корпуса стражей Исламской революции. Он состоит в основном из большого количества маломерных и быстроходных судов и небольших подводных лодок, которые вместе с установками противокорабельных крылатых ракет могут нанести крупным судам большой урон. Этот флот также в состоянии полностью перекрыть морской нефтяной трафик через Персидский залив. «Нью-Йорк Таймс» цитирует интервью иранского генерала Али Фадави, который допускает возможность, что ответный удар нанесет не Иран. Убитый американским дроном генерал Касем Сулеймани отвечал за операции распространения шиитской идеологии за рубежом, а его последователи сейчас могут находиться в любой стране мира. Александр Касаткин. Настоящее время. Смотрите далее в нашей программе. Более сотни фур стоят в очереди на кыргызско-казахской границе. Въехать в Казахстан они не могут, нет электронных пломб нового образца. Водители, которые сейчас находятся в своих кабинках, некоторые из них даже встречали Новый год прямо там в машинах. Известный таджикистанский священнослужитель и правозащитник Хайреддин Достаков уже 10 дней находится под арестом в Душанбе. Задержали его сразу по прилете из Москвы. Общество политических мигрантов Центральной Азии планирует акции протеста. Он прилетел со своим паспортом таджикистанским, со своим российским, ехал к своим собственным детям. Отдайте повестку человеку. Более сотни больших грузных авто стоят с прошлого года на границе Кыргызстана с Казахстаном. Новый год дальнобойщики встречали прямо в кабинах своих машин. Не пропускают машины, по словам водителей, казахская сторона. Она требует электронные пломбы, о которых кыргызстанские водители почему-то ничего не знают. На границе двух стран побывала наш корреспондент Джибек Бигалиева. Конец этой длинной вереницы машин сейчас не разглядеть не только из-за тумана. Колонна из машин в 2, а то и в 3 ряда от самой кыргызско-казахской границы растянулась как минимум на 2 километра. Хвост этой очереди где-то очень далеко. И водители, которые сейчас находятся в своих кабинках, некоторые из них даже встречали Новый год прямо там в машинах. Как объяснить это? Просто трудно же. Тоже водители, тоже люди. Тоже хотят домой идти, отдохнуть. А просто здесь просто так стоит. Для чего, зачем стоит, просто понятия не имеем. По словам водителей, не пропускают их машины казахские пограничники. Контроль на кыргызской части КПП они проходят без проблем, а вот на казахской стороне у водителей, которые везут товары народного потребления, это бакалея, химия, косметика и прочее, потребовали электронные пломбы, о которых многие дальнобойщики услышали впервые. Говорят, чтобы электронных пломб нету, из-за этого не пускают, разворачивают машины обратно в Киргизию. А где эти электронные пломбы-то брать? Не знаю, ничего не говорят. Нету и все. Раньше у вас были эти электронные пломбы? Нет, ни раз мне не попадались. Дело в том, что с Нового года для Кыргызстана вступили в силу новые правила транзита товаров народного потребления через Казахстан. Возможно, речь идет именно об этих правилах. Сами дальнобойщики об этом ничего не знают. До Нового года еще машины уходили, и все. Они то говорят, там электронный пломб нету. То есть сейчас по новому законодательству транзитный груз проходит по GPS, электронная пломба до другой стороны границы. Там, если, например, она идет либо Уральск, да, либо Уральск граница, либо, в общем, на любую границу. И Кыргызстан, и Казахстан – члены Евразийского экономического союза. По задумке тех, кто создавал объединение, товары по территории стран-союзниц должны были передвигаться беспрепятственно. Но в Нур-Султане постоянно обвиняют Бишкек в контрабанде, и заторы из грузовых машин на кыргызско-казахской границе возникают довольно часто. Иногда их протяженность доходит до нескольких десятков километров. Вот и на этот раз водители даже не знают, сколько со своим грузом им придется простоять на границе. Ну, как сказать-то, почти литров 50 точно сожгли. Потому что вечером тоже надо как-то подогреть машину. В минус. Тут холодно еще. Вот снег видите. Дальше вы сами видите, что тут творится. Не знаю, не пропускают, все стоим. Для Кыргызстана, тупиковой страны, транзит через Казахстан – единственный наземный способ покупать и продавать товары в Европу и Россию. И почти весь этот груз проходит через этот контрольно-пропускной пункт Актылек. В ближайшее время закроется на ремонт другой крупный контрольно-пропускной пункт Акджол по соседству. И тогда весь поток товаров и людей, который проходил кыргызско-казахскую границу именно там, перейдет сюда и будет проходить вот через этот КПП.
Расследование нового дела в отношении Гульнары Каримовой закончено и отправлено в суд. Эту информацию подтвердила Генеральная прокуратура Узбекистана в своем телеграм-канале. В сообщении надзорного органа отмечается, что старшая дочь первого президента страны Ислама Каримова в составе преступного сообщества совершила преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах. Никаких подробностей Генпрокуратура не раскрыла, но в августе прошлого года ведомство подтверждало, что в отношении Каримовой заведены 2 дела по фактам хищения средств и заключения сделок вопреки интересам государства. В 2017 году после смерти Ислама Каримова Гульнару осудили в Узбекистане на 10 лет. Ее признали виновной по нескольким статьям, в том числе коррупционным. Дела в Узбекистане были заведены после того, как Каримова стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и Европе. Более 500 миллионов выведенных долларов были найдены на счетах в Швейцарии, еще 200 миллионов в других странах. Сейчас Узбекистан пытается вернуть эти деньги. После первого приговора Каримова некоторое время была под домашним арестом, но в марте прошлого года ее отправили в колонию якобы за злостное нарушение правил домашнего ареста. Вскоре после этого на нее было заведено 2-е уголовное дело. Ровно 10 дней прошло со дня задержания известного таджикистанского священнослужителя и правозащитника Хайреддина Достакова. По словам его жены, он прилетел в Душанбе из Москвы 29 декабря и был задержан сотрудниками милиции прямо в аэропорту. В МВД отрицают факт задержания. Общество политических мигрантов Центральной Азии в Москве планирует провести акцию протеста у посольства Таджикистана с требованием немедленно освободить священнослужителя, рассказывает Анушер Ванарипов. За 10 дней со дня задержания Хайреддину Достакову не было предъявлено никаких обвинений, говорит его супруга Парвина Достакова. Несколько раз со дня задержания муж звонил ей со своего личного телефона и просил не искать его. Парвина уверена, что звонки были сделаны под давлением. И, судя по измученному голосу мужа, Хайреддина, скорее всего, пытают. Мне хотя говорили, что я не должна никому ничего рассказывать, как ему больше ничто не поможет. Его обвиняют в терроризме. Вот. Но это не официальное обвинение, ну как бы они подозревают, а вот сейчас идет расследование. Он сам сказал, что, в общем, никуда как бы не обращайся, вот, ну, по диктовку говорил. В обществе политических мигрантов Центральной Азии готовят разрешительные документы, чтобы провести мирный митинг у посольства Таджикистана в Москве. Они намерены потребовать от властей страны освободить Хайреддина Достакова, который боролся с экстремизмом в среде мигрантов. Достаков известен своей научно-религиозной деятельностью. До 2017 года был руководителем отдела по культурному и духовному воспитанию общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». Общество политмигрантов сейчас буквально после праздничной каникулы мы готовим документы, подача документов. Будем с первого рабочего дня, 9 числа начнем и получим ответ, конечно, непременно мы всем будем поставить известность всем, что когда мы проводим акцию, мирную акцию. Правозащитник Арамат Шарипов, который много лет был знаком с Достаковым, уверяет, что тот не был связан с террористами. По его словам, задержание было проведено незаконно, поскольку никаких обвинений священнослужителю не предъявлено, а значит, это похищение. Он прилетел со своим паспортом таджикистанским, со своим российским, ехал к своим собственным детям. Отдайте повестку человеку. В МВД от официальных комментариев отказываются и даже уверяют, что не понимают, о ком идет речь. Хотя на прошлой неделе пресс-секретарь ведомства косвенно подтвердил задержание священнослужителя. Тогда он сказал, что у следователей к нему было несколько вопросов, и Достакова вскоре отпустят. Кстати, Хайреддин Достаков не значится в списке разыскиваемых лиц. Этот список опубликован на официальном сайте Министерства внутренних дел Таджикистана. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Под Кишиневом исследователи обнаружили сеть тоннелей. Предположительно, это была первая система водоснабжения города. Историки говорят, что изучение подземелий позволит понять, как возник водопровод и как складывалась жизнь горожан 1,5 века назад. Известные музыканты из Франции и Молдовы взялись за возрождение и продвижение музыкального наследия Бессарабии. И речь идет не о молдавских народных мелодиях, достаточно
всемирно известных, а о классических произведениях бессарабских композиторов. Меня зовут Артемий Троицкий. Наша история начинается в 1955-м. Годом рождения рок-н-ролла, год 1955. В 1955 году родился я сам. Самый первый диджей СССР. Король последних журнальных страниц. Легендарный музыкальный критик и журналист. Организатор первого советского рок-фестиваля.